экстремизм возник очень давно, потому что всегда были люди, которые выступали против действующей власти. Приверженность крайним взглядам, позициям, провокация беспорядков, запрещенные акции. На тренинге для СМИ подробно разбирают формы проявления экстремизма. Лектор Мартина Гагиева, редактор и журналист издательского дома «Сердало». Также в первой лекции подробный разбор понятия и проявлений неонацизма. В России он может принимать как индивидуальные, так и организованные формы. Попадает в поле зрения СМИ в связи с преступлениями, совершенными на почве межнациональной розни и нетерпимости. Всего в стране насчитывалось около 150 неонацистских группировок. В первую очередь мы рассмотрели эти течения отдельно, то есть какие виды экстремизма бывают, как мы можем бороться с этими направлениями, история их возникновения и какую угрозу данное направление представляет современному миру, в частности гражданам Российской Федерации. Тренинг для СМИ на тему профилактика экстремизма и неонацизма организовало Министерство межнациональных отношений Республики. Главная цель – повысить осведомленность и навыки представителей СМИ в области профилактики экстремизма и неонацизма, а также улучшить их способность освещать эти темы объективно и ответственно. Директор НТРК МАГАС Шамсудин Боков поприветствовал участников семинара. Я предполагаю, площадка она максимально открыта для обмена мнениями, поэтому будем рассчитывать, что сегодня состоится такой продуктивный диалог. В первой части дискуссионной площадки подняли особенно актуальную тему для работников СМИ – фейковая дезинформация как инструмент экстремизма. Недостоверные вбросы в различных сетях представляют реальную угрозу безопасности государства. Фейковые новости негативно воздействуют на сознание граждан, вызывают ажиотаж в обществе и нередко толкают людей на противоправные действия. Журналисты поделились, какие методы и инструменты используют для разоблачения фейковой информации. Любую информацию, откуда бы она ни поступила, ее нужно проверить у первоисточника. Вот это самое главное и прямая цель абсолютно любого журналиста. И будь это, я не знаю, телекомпания, будь это газета, вообще без разницы. В любом случае нужно проверить. Модератор мероприятия Зелимхан Калоев, журналист и телеведущий национальной телерадиокомпании «МАГАС», автор программы «Стоп Фейк». Собирая информацию для передачи, он совместно с командой продюсеров, редакторов проводит детальный анализ каждой фейковой новости и выдает только достоверную, подкрепленную фактами информацию. Мы решили бороться в рамках этой программы с этой фейковой информацией. Мы делаем обзоры этой фейковой информации, доводим до людей правдивость, обязательно выходим на первоисточник. Если нет первоисточника, если нет подкрепленных фактов, то жителям не стоит вообще доверять такой сомнительной информации. Обязательно стоит перепроверять. Поэтому советую всем смотреть нашу программу «Стоп Фейк». Она выходит неделю один раз. Но также при создании этой программы, конечно же, возникают некоторые трудности. Как автору очень сложно бывает даже нам, как журналистам, добраться до истины, добраться до правды. Нетерпимость, неуважение к человеку или группе лиц, основанное на классовых признаках. На тренинге говорят также о разжигании межнациональной розни. В России эти деяния не теряют актуальности, так как в стране уживаются сотни национальностей. Представители Миннаци республики рассказали, какую работу проводят с фейковой информацией, которая способствует разжиганию межнациональных конфликтов. Любой фейковый сброс для нас это целая работа. Наряду с меткой аттестационного центра к нам приходят письма ФСБ, МВД, прокуратура, ЦП, в принципе, касаемо межнац. Это бывает в основном вопросы касаемо с нашими соседями. Практическим опытом и рекомендациями с участниками тренинга поделился и представитель антитеррористической комиссии. Все отработано, есть планы уровня террористической опасности в каждом муниципалитете, в целом у нас в регионе, где все это отрабатывается, также происходят и тренировки. В целом-то эта работа проводится, конечно. Помимо этого мы также проводим обучение сотрудников, задействованных в профилактике терроризма. Это происходит как и самими сотрудниками аппарата, помимо этого привлекается преподавательский состав из университета. Третью лекцию посвятили теме ответственной журналистики в условиях экстремизма и фейковой дезинформации. Рассмотрели этические нормы освещения. Журналисты активно подключались к групповому обсуждению и отметили актуальность темы в существующих реалиях. Противник не дремлет, повышает методы свои, становится более разнообразным в своих информационных атаках. И поэтому мы
должны быть как никогда бдительными, реагировать на все фейки. И в этом у нас есть только один самый верный способ – это правда, правда и только правда. В заключительной части собравшиеся подвели итоги тренинга. Участники не сомневаются, что такие дискуссионные панели позволяют повысить качество медиаконтента, посвященного профилактике экстремизма и неонацизма, а также способствуют развитию навыков распознания и проверки информации. Диана Дударова, Султан Магушков, Магаз 24.